Добрый день, уважаемые зрители и читатели «Кактус Медиа». Мы с вами вновь в прямом эфире. Меня зовут Диля Юсупова, я журналист. И говорить мы сегодня будем о местных выборах, которые случатся уже совсем скоро, 11 апреля. С ними будет референдум, но это отдельная тема для разговора. А пока мы поговорим о том, что необходимо готовиться к местным выборам и как важно изучать то, что происходит перед ними, а также во времени. Говорить мы сегодня будем с прекрасной представительницей Центральной избирательной комиссии, это Гурнара Куражбековна Джурабаева. Добрый день. Спасибо большое за то, что вы ответили на наше приглашение. Я обязательно приглашаю вас писать комментарии, задавать какие-либо вопросы, а говорить мы будем о том, как правильно понимать разницу между информированием, агитацией и ее нарушением. В первую очередь, почему важно следить за выборами? Это важный политический процесс. И почему, на ваш взгляд, нужно обязательно в них участвовать и отслеживать то, что происходит? Ну, если мы хотим как бы продвинуть какие-то свои идеи или получать ответы на свои вопросы, то, конечно же, мы должны в обязательном порядке хотя бы участвовать как избиратели. Ну, это тот минимум, который необходим для того, чтобы чувствовать, во-первых, свою сопричастность к тому, что творится в стране или в городе, или в муниципалитете, это может быть в Аильном округе, да. Но я бы еще сакцентировала бы внимание на то, что очень важно все-таки участвовать в местных выборах, в местные кенеши и на уровне аильных кенешей, да. Потому что, к сожалению, вот сейчас я вот пользуюсь этим эфиром, призываю все-таки женщин в аильных кенешах быть более активными. Их довольно мало. Мы видим, что есть давление со стороны некоторых духовных деятелей, религиозных деятелей, которые вообще считают, что женщина не должна заниматься вопросами такого управления на уровне даже аильных кенешей. И поэтому вот это давление социума, те стереотипы, которые у нас есть, они женщину загоняют вот в какие-то рамки, да, к сожалению. А это означает бедность повестки, потому что вот опыт показывает, практика показывает, что вопросами обеспечения безопасности детей, безопасности женщин, школ, здравоохранения, этим в основном обеспокоены женщины. Мужчины в меньшей степени этим великими большими делами. Нет, даже на уровне вот местных кенешей, да, вот интересно, когда вот опрашивают мужчин и женщин, в первую очередь мужчин интересуют дороги, потому что они ездят на автомобилях, их, конечно, это интересует. А женщин больше интересует, допустим, освещение, да, потому что они беспокоятся за детей, они знают, что освещение – это безопасность. Поэтому здесь как бы почему важно вот эта вот гендерная квота, которая была предусмотрена была нашими гендерными организациями продвинута, за что я им очень благодарна. Это успешно. Да, да, к сожалению, все-таки сопротивление есть. Некоторые даже депутаты Джохоргу Кенеша, вот на встрече с главами Айлык Мыту, говорили о том, что эта квота, дескать, несправедливая. Есть такие депутаты, которые осмеливаются вот такие вещи заявлять, и они должны понимать, что их эти заявления идут вразрез с утвержденной государственной политикой в отношении гендерного равенства. Да, да, конечно. Страна обязана соблюдать. Да. И все-таки почему важно следить за выборами и участвовать в них не только как избиратель, а, возможно, как активный гражданин. Кандидат, да, выдвинуться. Да. Быть в наблюдательных группах, быть наблюдателем непосредственно. Да, вы это имеете в виду. Почему важно это делать? Ну, сами выборы, они состоят из нескольких этапов и разных аспектов. Правильно же? Да. Понятное дело, что наблюдение за выборами, оно позволяет вообще оценить, насколько соблюдаются те требования закона, которые у нас существуют. Но прежде всего, не используется ли административный ресурс. Это очень важно. Да, особенно вот, допустим, мы в городах что наблюдаем, что в выборы вовлечены армия домкомов, квартальных, там, то, что мы видели особенно на парламентских выборах осенних. То есть это имело очень большой размах. И мы при этом должны понимать, что подкуп, он не исчезнет до тех пор, пока не будет искоренен админресурс. Подкуп и админресурс, подкуп – это форма, ну, как бы
это как кольт уравнивает в правах, так и подкуп как бы уравнивает шансы админресурса. Хотя еще в 2017 году я заметила, что там использовался админресурс плюс подкуп. То есть просто одного ресурса, админресурса было уже мало. Ага, хорошо, понятно. А на что особое внимание стоит обратить избирателям во время проведения местных выборов? Потому что когда мы проводим президентские выборы, парламентские выборы, это что-то такое общее, которое будет отдельно работать, а местные выборы – это мы избираем ту власть, которая работает и должна лицом к лицу на местах, на местах с самим гражданином. Их проблемы должны решить. Почему мы должны смотреть им в лицо прямо и задавать вопросы? Да, вы знаете, иногда есть очень простые вещи. Да? Вот кандидат идет на выборы. Он вообще представляет, что из себя, есть ли у него представление о городском или о ильном бюджете. Просто начнем с этого. Из чего он складывается? И потому что если в бюджете нет денег, как он будет решать вопросы местного значения? Соответственно, он должен для начала понимать, из чего складывается местный бюджет. Насколько справедливо, это, конечно, уже другая часть. Это то, с чем должны работать депутаты Джогоргу Кенеша. Потому что, конечно же, при том мизерном финансировании, которое сейчас есть, то есть 12% остается от этих всех налогов, да, что можно на эти деньги сделать? Это другая часть. Но даже вот эти деньги можно ли пополнить, можно ли увеличить налогооблагаемую базу, это с одной стороны. И вторая часть, на что планирует кандидат, предлагает тратить эти деньги. И вот здесь как раз-таки… Необходимо четкую программу иметь. Абсолютно. Вот люди должны понимать, я тоже тут понятно, что у людей разный уровень образования и способность донести до каждого члена своего сообщества вот эту идею, что необходимо сейчас нам объединиться и в первую очередь вот эту задачу решить или следующую задачу решить. Это должно, то, чем должен обладать кандидат в депутаты, да? А люди должны это оценивать. Вот избиратель должен взять и оценить. Вот один, допустим, кандидат предлагает вот такую его позиция, другой кандидат, его позиция другая. Поэтому, мне кажется, вот сравнивая, а еще лучше, если это будут дебаты, это вполне легко устроить, не обязательно на телевидении могут быть эти дебаты. Здесь мы поговорим об этом немножко поподробнее, но позже. Сейчас уже начались все предвыборные эти вот активности, календарный план работает, мы знаем, что начинается скоро у нас агитационный период, и тем не менее агитация уже началась. Она началась плавно через социальные сети, которые стали так очень популярны у нас в Кыргызстане. У нас у каждого есть смартфон с доступом в интернет, у каждого зачастую есть Facebook, Instagram и другие социальные сети, и через них начинается агитация. Как понять, что перед вами началась агитация? Есть очень простой критерий, да, он призывает голосовать за себя или за свою партию, или не призывает, или призывает за другую партию или кандидата голосовать, или за, или против, да. То есть, если стилистика, вот как бы то, о чем он говорит, тот или иной, я не знаю, наш гражданин, избиратель, то как бы формальным признаком является вот это признак агитации. Или он рассказывает о деятельности своей или кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью. Это четвертый признак агитации, это немножко получается смешно. Я просто приведу в пример, да. То есть, если депутат рассказывает о том, какие законопроекты он, значит, принял, то это как раз это работа его профессиональной как бы деятельности, и это не считается агитацией. Даже если он говорит какие-то классные законы там, и так далее, да. А если, допустим, этот кандидат какой-нибудь, который, допустим, я не знаю, там, тот же депутат, да, он рассказывает о том, какой он хороший семьянин, там, то это будет уже считаться агитацией. Если формально подходить. Вообще, у нас есть вот эта сама норма, требования о соблюдении агитационного периода, она сама по себе очень и несправедливая, и неправильная. В чем вот сейчас я объясню. Вот еще в 2011 году, когда мы только я стала членом Центральной избирательной комиссии, и как раз мы проводили первую кампанию по выбору президентов,
И мне эта ситуация показалась абсурдной. То есть все остальные кандидаты должны были ждать вот этот агитационный период, который наступал за 30 дней до дня голосования. А на тот момент бывший премьером Атамбаев, он вовсю как бы ездил, там, рассказывал там о работе, о каких-то планах. Ну, он вроде как премьер же ездил. И получалась какая-то совсем неправильная ситуация, несправедливая. То есть он уже фактически начал свою агитационную кампанию, а другие с ног на ноги переминаются за углом, да, и ждут, вот наступит эта дата, и они начнут. Такая же ситуация сохраняется до сих пор. Я считаю, что... Почему я поэтому считаю, что социальные сети, которые, допустим, не требуют финансирования, их можно было бы направить, ради бога, пожалуйста, начинайте и говорите. Вообще само вот это вот требование, оно как бы изначально имело целью, чтобы уравнять всех в правах. То есть получалось как? Это же до эпохи социальных сетей все эти нормы были прописаны. Лет назад они были не настолько и даже не 10, это же еще и 15, и 20 лет назад. Эти же сроки были еще в более ранних законах прописаны, да? Ну, речь шла о том, что действительно вот эти денежные мешки как начнут там уже вовсю, да, свою агитацию. Но социальные сети – это новая реальность, это уже новые обстоятельства, и мы должны учитывать эти новые обстоятельства. Соответственно, вот моя позиция такая, и в принципе мы старались не, как бы, так особо не обращать внимания на ту агитацию, которая велась в социальных сетях, за исключением, когда речь идет о рекламе. То есть оплаченной рекламе. Когда стоит вот эта вот реклама, да, и мы можем зайти в библиотеку политической рекламы и отследить, и мы это делали, и оплачено ли это из избирательного фонда. О, это важно. Да, конечно, потому что получается здесь, ну и тогда требования, вот допустим, к такой рекламе должны быть, ну, наверное, связаны и с вот этим агитационным периодом. Еще вопрос. Что можно и что нельзя кандидатам, их сторонникам, их противникам и СМИ вот в этот очень специфический доагитационный период? То есть мы уже выяснили, что рассказывать о том, что они сделали на своей работе, можно. А рассказывать о том, что какая у них замечательная семья и их планы, уже нельзя. Ну, получается так, да. Поздравлять с праздниками от лица своей партии, как будучи кандидат, тоже нельзя. Дарить подарки. Это уже подкуп. Конечно, это да, уже четко. Это уже считается, да. Хорошо. То есть любые подарки. Что могут и не могут делать их сторонники и СМИ? Вы знаете, во-первых, сами кандидаты, СМИ могут приглашать кандидатов в качестве эксперта по каким-либо вопросам. И была такая ситуация. Помните, когда вот «Кактус» тоже приглашал одного из кандидатов в президенты, он был действительно, обладал экспертными познаниями, да, компетентный был в каких-то вопросах, и в экономических. И, естественно, ему задавали вопросы, и это не было связано с агитацией. Хотя, конечно же, так или иначе это формируется мнение об этом человеке, поскольку он демонстрирует свои познания, видно, что он разбирается в этом вопросе, у него есть какие-то предложения там, относительно там, развития страны, допустим. Да? Как бы косвенно это является агитацией, но формально нет, потому что он дал свое экспертное заключение по тому или иному вопросу. Получается, каждый индивидуальный случай его надо рассматривать вот под лупой с привлечением экспертов индивидуально. Да, ну вот и поэтому моя позиция такая. Назначили выборы, пусть все агитируют. Если, ради бога, если это требует финансирования из избирательного фонда, ну, допустим, те же самые баннеры там, или еще что-то, да, то, конечно же, оно должно быть оплачено из избирательного фонда. Но тут же есть еще один момент. Вот смотрите, все документы приняли. Там в течение 10 дней еще проверяют эти документы. Конечно. И вдруг откажут в регистрации. И тогда получается, что все твои затраты из избирательного фонда были зазря. Зазря, да. Но в таком случае сами партии или кандидаты, они должны понимать, что все эти риски они сами несут. Если вдруг по каким-то причинам их не зарегистрировали, ну что ж, ваши затраты, они уже вам не возместятся, естественно. Ну, как бы вот можно было бы такой подход найти. Второе. Наверное, нужно вообще вот как-то избавляться от этого безумного количества баннеров. Вот я есть все-таки вводить какой-то определенный... Вот смотрите, я наблюдала выборы в Корее, в Южной, да?
у них есть единый такой баннер для всех кандидатов. И он просто вот этот по всей стране, единый такой баннер, они везде вывешивают. Но если так эти кандидаты хотят и жаждут, чтобы их лица были как-то узнаваемые или еще что-то, ну, ради бога, почему нет? Но, конечно же, самое главное, что информирует наших граждан, это дебаты. И это очень важная часть. Почему дебаты важны? И где и в каком формате их можно и стоит проводить? К сожалению, у нас так более или менее регулирование дебатов, оно прописано в отношении тех телеканалов, государственных, которые финансируются из бюджета. Но на самом деле, допустим, к нам обращались некоторые частные телеканалы с вопросом, могут ли они или не могут ли. Как бы и запрета не было, но и не было вот такого однозначного «да, пожалуйста, вы можете это делать», потому что внутри нашей рабочей группы вот на тот момент был спор по этому вопросу тоже. Почему? Потому что некоторые высказывали мнение о том, что, те, кто работал на частных телеканалах, я-то там не работала, что очень часто бывает так, что якобы их финансируют какие-то политики. Это есть черная касса, некая черная касса, и в результате это будут не дебаты, а это будет работа на одного из кандидатов и при этом шельмование каких-то других. И такое происходило? Такое возможно, конечно, возможно. Но вот как раз-таки вот здесь, вот, мне кажется, можно было бы, конечно, расписать, может быть, какие-то условия, регламент, который позволял бы частным телеканалам, использовать. И причем, знаете как, вот вопрос был такой, допустим, некоторые тоже члены нашей рабочей группы говорили, хорошо, пусть эти кандидаты оплачивают из избирательного фонда, и тогда этот телеканал проводит дебаты. То есть вот все, кто задействован. Но моя позиция, что, извините, у нас есть не очень богатые партии, у нас есть не очень богатые кандидаты, да? Почему их доступ к телевидению, если телевидение готово им бесплатно предоставить эту возможность, почему это должно быть сопряжено с деньгами? Они выполняют важную социальную и политическую функцию, вот такие кандидаты и такие партии, не в меньшей степени, чем те, которые обладают ресурсами, финансами и какими-то людскими ресурсами. Поэтому надо благодарить тех, кто выдвинулся кандидатами, они взяли на себя эту большую ответственность, обязанность. Единственное, что частные телеканалы, они должны заявить о том, что все приглашаются, допустим, кандидаты, участвовать в этих дебатах, что всем предоставляются равные возможности, что там не должно быть присутствовать эта ангажированность. И я понимаю, допустим, вот такой механизм, он бы, знаете, чему способствовал? Он бы такую невидимую руку рынка запустил в том смысле, что продукт, который на частном телеканале, он может быть более интересным и качественным, чем те дебаты, которые на государственных телеканалах. Вам было интересно их смотреть? Я вам сразу скажу, некоторые это просто, вот я сидела, я не хотела просто даже нервничать и как бы разочаровываться, и частично я пропускала, потом смотрела уже не в прямом эфире, а просматривала уже, когда можно было там же записи эти шли. Вы разочаровались? Да. И я вот думаю, что если бы была вот эта конкуренция между частными телеканалами и этот большой монстр в виде ОТРК также участвовал бы на равных, тогда, во-первых, это было бы справедливо. Это были бы конкурентные какие-то механизмы. И потом, смотрите, те телеканалы, к которым пришли телезрители и смотрят, это интересный продукт, я имею в виду частные телеканалы, допустим, они могли бы монетизировать этот интерес. Безусловно. То есть в этот момент они просто запускают не обязательно политическую рекламу. То есть к ним пришел бы рекламодатель и тем самым поддержал бы частные телеканалы. Потом, само по себе, вот это вот наличие такого монстра в лице, допустим, ОТРК, где у них масса каких-то там, я не знаю, там есть и радио, еще что-то, это все финансируется из бюджета, плюс к этому они еще какие-то гранты берут, и эти деньги достаточно непрозрачные. Я, например, не знаю, может быть, нужно конкретно интересоваться. Так вот, это не рыночный игрок, он не рыночный игрок, вот на этом поле. И как могут развиваться тогда частные СМИ?
Хорошо, мы как бы немножко отошли в сторону, да, но у меня такой вопрос. Но это, знаете, это так или иначе тема для разговора, отношение имеет к агитации, информированию. Нескольким сферам, да. Это в первую очередь самой непосредственно выборному законодательству, да. Это поможет развитию СМИ, свободы слова, а также развитию экономики в какой-то мере. Да, правда. Вопрос такой. Вы являетесь главой рабочей группы по нарушению? Была. Сейчас другая, да. Да, сейчас другая получается. А с какими чаще всего проблемами обращались избиратели, кандидаты по вопросам агитации? На что стоит обратить внимание сейчас при местных выборах? И отличается ли специфика жалоб от парламентских, президентских выборов и местных? Ну, больше всего жалоб и в парламентские выборы, и в президентские выборы, и сейчас уже, что началась агитация в неагитационный период в социальных сетях. Это все популярнее, все шире, да? Да. Ну, знаете как, если такого рода явления, ну, такие массовые, да, то значит это уже социальное явление. И с социальными явлениями не надо бороться, их надо учитывать. И законодатель, вот знаете, столько нарушителей требований закона, зачем делать? Значит, нужно просто как бы пойти навстречу. Не предполагал того, чтобы изменить законодательство? Ну, предложения были, но почему-то не прошли, да. А такие предложения были. А каким образом можно обратиться в территориальную избирательную комиссию, в Центральную избирательную комиссию, если избиратель или кандидат обнаружил какие-либо нарушения? Ну, какова это очень процедура? просто. Ну, во-первых, у нас сейчас есть, ну, прежде всего, если есть такое понятие, да, вот нужно жалобы по иерархии направлять. То есть в территориальную комиссию сначала, чтобы территориальная комиссия отреагировала, потому что местные выборы проводятся и организуются территориальными избирательными комиссиями. И основная нагрузка сейчас лежит на них. Соответственно, сначала нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию для того, чтобы они приняли решение, и, возможно, уже на этом уровне решение будет, ну, как бы принято. Да, и нарушение там... В каких случаях необходимо обращаться в милицию, в прокуратуру, даже, возможно, в ГКНБ? Да, если это связано с подкупом, конечно, с использованием админресурса, можно и в прокуратуру, и в милицию, потому что прокуратура все это по подследственности направит все равно в милицию. И по этому факту сначала они все это регистрируют в журнале учета информации, затем, если там, ну, после первичной проверки в течение 24 часов они обязаны или в ЕРПП зарегистрировать, или списать в номенклатурное дело. В обязательном порядке и милиция, и прокуратура, и ГКНБ об этих фактах должны сообщать в Центральную избирательную комиссию. То есть вы ведете свой реестр? Конечно, да, мы должны все это учитывать, мы должны понимать, и самое главное, мы обеспечиваем прозрачность рассмотрения таких жалоб. Потому что, ну, сама милиция, каким образом она может обеспечить прозрачность? Ну, да, невозможно. Осенью прошлого года мы столкнулись с тем, что милиция очень часто не реагировала, только после публичности, после заседания Центра избиркома начиналось какое-либо движение. Да, это было. Вот, я помню, что мы ругались, я присутствовала при этом. Это действительно так. Давайте вернемся к самым ярким нарушениям. У нас очень часто мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, избиратель не знает выборного законодательства. То есть для них тот же самый концерт, театрализованное представление, проведение какого-то ТОЯ не является подкупом. Но это четко прописано в законодательстве. Да, запрет есть, это прямой запрет. Какие еще есть прямые запреты? Вот прям, ну, проведение спортивных мероприятий, так. Вот всякое, допустим, козлодрание там и так далее, то, что раньше очень любили делать, и это требует больших денег. Так, вот. Спортивные мероприятия, театрализованные, да, концерты. То и что еще? Ну, вот это самое основное. Вот. Потому что, вот, на допустим, стадионе поговорить это можно? Да, при условии, что, допустим, видите как, получается ситуация, что такие же возможности предоставят и для других кандидатов. Бесплатно? Или не, ну, смотря, да, нет, я имею в виду, что в чьей собственности находится, мы же не знаем. Возможно же и такая ситуация, смотрите, вот возможно и такая, что руководитель муниципалитета, он наоборот соберет всех кандидатов и скажет, вот давайте
пожалуйста. Вот, вернее, кто-то обратился, можно ли нам провести. И тогда руководство может сказать, давайте вот в этот же день все кандидаты пусть выступят перед гражданами. Хорошая идея, но верится. Раньше так было. Раньше так было. Раньше устраивали именно, знаете, обеспечивали, вот организовывали как раз людей для того, чтобы одномоментно кандидаты приходили и рассказывали о своих программах. Это тоже были своеобразные дебаты в офлайне, что называется. И это очень хорошая мера, да. Я помню, что вот в 2007 году, я тогда еще работала в коммерческом банке, я была при этом агитатором от одной партии. И поскольку для нашей партии не устраивались такие собираловки, мы тайно узнавали от других. И мы просто пристраивались вот к тем. То есть агитаторы одной партии там начинали там агитировать, потом они заканчивали, и мы выступали, и те граждане, которые пришли навстречу как бы с ними, их согнали туда. Поневоле слушали и нас. То есть это было очень... Хороший и удачный вариант кейса. И такие механизмы можно и сейчас тоже использовать. В 2020 году также назначались на апрель местные выборы, которые в итоге были перенесены на этот год. И мы столкнулись с тем, что как раз начался период пандемии, нас закрыли на карантин, и началась раздача продуктов со стороны и политических партий, кандидатов под видом волонтерской помощи, гуманитарной помощи. Сейчас мы это можем зафиксировать как подкуп, хотя это было и так же в прошлом году. Вы знаете, вот в прошлом году мы призывали. Да, это очень важно, вот этот вот гражданский порыв, когда ты хочешь помочь другим гражданам, стране. Но пакеты-то были брендированы. Вот я о чем и говорю, что если бы было такое искреннее желание помочь, это можно было делать и через местные органы самоуправления, потому что именно они занимались организацией. Были и волонтерские движения, не аффилированные ни с какой из политических партий или кандидатов. Можно было и через них тоже. То есть все-таки, конечно, возникает такое подозрение, что на самом деле помощь еще и была связана с тем, что хотелось и получить и политические баллы. А это все равно приводит к тому, что у кого больше денег, тогда у того и возможностей больше. А так не должно быть. Что можно делать, что можно дарить, о чем можно рассказывать? Можно шарфики дарить, можно кепочки дарить, можно, значит, программы свои раздавать, газеты, да, пожалуйста, флаеры всевозможные. Беседовать. Да, абсолютно. И потом, знаете, у меня было тоже вот такое предложение, я не знаю, будет реализовано в этот раз или нет, чтобы все-таки были какие-то, такие места, где все партии могли бы вот свои эти раздавать в одном месте, где проходимость граждан высокая, да, любой подходит, спрашивает там гражданин, там, к той партии подходит, кабинет, не кабинет, там, киоску, той партии или этой. Мне кажется, это тоже очень важно, непосредственный контакт с людьми, послушать их, о чем они говорят, потому что одно дело, вот проблема многих наших кандидатов, они, вот первое, они сначала не могут, не совсем точно, я скажу так, да, идентифицируют те проблемы, которые заботят горожан, а второе, они не могут быть открытыми и публичными, то есть прозрачными. Кто-то боится, у кого-то есть скелеты в шкафу, потому что выйдешь, да, а тут же тебе массу твоих скелетов вытащит. Поэтому очень важно, когда избиратели, вот вы спрашивали, да, каким должен быть избиратель. Конечно, тут еще очень важна репутация. Избиратель должен быть пытливым, конечно, задавать вопросы. Да. Такой вопрос у меня еще к вам есть. Почему необходимо ходить на выборы? Потому что, как всегда у нас традиционно, ой, там все за нас решили, за нас уже все нарисовали, я не пойду. Результатом такого стало событие октябрьские прошлого года. Мы всегда, наш ресурс всегда призывает: ходите на выборы, это очень важно, докажите, что вы активный гражданин и что вы влияете на дальнейшую жизнь самостоятельно. Почему все-таки это стоит делать? Дили, вы сами все сказали. В общем-то, я хочу, чтобы вы это сделали. Да, нет, когда мы говорим друг просто знаете, я что хочу сказать, что те, кто не приходит на выборы, они тоже выбирают. То есть вот все, кто сегодня выбран, это выбрали и те, кто не пришли. Они должны это осознавать. Они думают, что они не участвуют в выборах. Нет, они участвуют в выборах. Они участвуют тем,
что приходят и получают власть те, кто получил. Потому что иначе это же функция по умолчанию. Раз ты не приходишь, значит, ты соглашаешься с мнением большинства. Да, с мнением большинства. И если избирателю, гражданину что-то не нравится в нашей стране, значит, он был недостаточно, может быть, активным. Или недостаточно рассказывал хотя бы своему близкому окружению, ближайшему окружению о том, что его волнует. Потому что в любом случае, вы знаете, вот когда говорят, ой, за нас решили, да, там все это сделано, я думаю, что, вы знаете, вот такие вещи, они не дают нам состояться как гражданам одной страны. Это вот то, что мы называем синдром выученной беспомощности. То есть мы не можем сотрудничать друг с другом, мы не можем доверять друг другу. И, соответственно, остается только один путь. Каждый в своем вот таком мире, и этот мир, он старается, чтобы он не соприкасался с действительностью. Но так не бывает. Но так не бывает. Хорошо, спасибо большое, Гульнара Куражбековна. Я напомню, что у нас в гостях была член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдума Гульнара Джурабаева. А со своей стороны я хотела бы попросить наших зрителей, читателей, что если вы столкнетесь с нарушениями агитации или с нарушениями выборного законодательства в процессе местных выборов, они проходят в военных кенешах и в 28 городах, 422 кенеша, по-моему. Да, 400. И в 28 городах, если вы столкнулись с нарушениями, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию ЦИК. Это можно посмотреть на сайте shilo.gov.kg, либо обращаться к нам. Мы также донесем это до сведения Центральной избирательной комиссии и всех необходимых госорганов, которые будут ответственны за это, и мы расскажем о том, что происходит у нас. Спасибо большое. Да, я вот просто хотела сказать, что вот у нас на сайте есть такая вкладка, она называется «Реестры». Вот туда можно взять. Очень интересные реестры. Да, и в этот реестр зайти, потому что некоторые не знают, где жалобы писать. А там внизу есть, да, там внизу есть обратная связь, там, да, обратная связь, и можно написать. Все можно найти. Мы на сайте Cactus Media также делали информационный материал, где можно найти контакты, куда можно обращаться. Ну, я прощаюсь с вами. Спасибо большое за то, что все это время были с нами. И помните, что Cactus Media любит вас.